Башкортостане планируют вдвое увеличить пособие для многодетных семей. Такое заявление сделал глава региона после прошедшей прямой линии с Владимиром Путиным. От них зависит не только здоровье, но и жизни. Свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В игровой форме привить детям любовь к природе. В городе прошла премьера спектакля «Приключения лесного эха». Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Размер социальной поддержки многодетных семей в Башкортостане планируют увеличить вдвое – с 3 до 6 тысяч рублей ежемесячно. Об этом глава республики Рустем Хамитов сообщил агентству ТАСС, комментируя вопросы врача из Уфы в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Для материальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера уже имеющейся в республике меры социальной поддержки. Имеется в виду ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим в возрасте от 1,5 до 3 лет. Предлагается увеличить данную выплату с 3 до 6 тысяч рублей, отметил Рустем Хамитов. Он также уточнил, что при этом доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Глава региона добавил, что по его указу создана рабочая группа по вопросам демографии и повышению рождаемости, которой поручено подготовить план действий на период до 2020 года. Прорабатывается вопрос введения новых мер социальной поддержки для студенческих семей. В частности, предлагается установить единовременную выплату при рождении ребенка в указанных семьях в размере 100 тысяч рублей и увеличить размер ежемесячного специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов с 250 рублей до 3000. К столетию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава региона Рустем Хамитов в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника. Напомним, профессиональный праздник работников этой сферы отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. Глава республики заявил, что в Башкортостане многое делается для создания современной эффективной системы оказания медицинской помощи, обеспечения высокого ее качества и доступности. Только в прошлом году в систему здравоохранения направлено 54,5 миллиардов рублей. Торжественное мероприятие по случаю праздника сегодня прошло и в Центральной городской больнице. Гузель Сибагатовна Галеева – бывший терапевт Центральной городской больницы нашего города. В сфере здравоохранения она отдала почти 50 лет. Ветеран признается, свою работу любила и всегда относилась к пациентам с теплотой и заботой. За ее плечами участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За это ей присуждена медаль ветерану Чернобыльского движения первой степени. За годы безупречной работы врач высшей категории Гузель Сибагатовна удостоилась и звания отличника здравоохранения. Сегодня вместе с коллегами она приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Я ушла в 69 лет по состоянию здоровья. Они сейчас вспоминают меня. Почти каждый год мне в газетах писали. Всех поздравляю с праздником медицины. Любите свою работу, любите людей, и вас будет любить. На торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника присутствовали и почетные гости. В своем выступлении глава администрации Сибая Халид Сулейманов отметил важность и значимость повседневной работы медицинских работников. Ведь от них зачастую зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов. Уважаемые наши работники медицинской службы, ветераны медицины, гости сегодняшнего праздника. Праздник медицинского работника – это всенародный, наверное, праздник, потому что без медицины действительно мы жить не можем. С самого рождения, с самых первых секунд жизни и до последних минут, последнего дыхания – это всегда с нами медицинский работник. Наша медицина на хорошем, достойном уровне сегодня. С чем я вас поздравляю, всем я желаю здоровья, семейное благополучие, чтобы у вас в семье всегда было хорошо, когда в семье порядок, когда все налажено. Работать можно с душой, с отдачей и творческих успехов. Хирурги, стоматологи, терапевты, фельдшера. В зале телемедицины собрались представители всех учреждений здравоохранения Сибая. С поздравительным словом к коллегам обратился и главный врач Центральной городской больницы Азамат Ахмадулин. Уважаемые гости, уважаемые ветераны, медицинские работники, разрешите вас поздравить с этим замечательным днем, пожелать счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего.
И хотел, пользуясь случаем, поблагодарить главу администрации Халида Хамзовича за его поддержку, внимание. Я думаю, вот эти результаты, которые достигаются, благодаря нашей совместной работе. Спасибо всем, с праздником! В честь праздника был организован концерт с участием заслуженных артистов Республики Башкортостан и лауреатов республиканских конкурсов. Конечно же, в этот день наградами были отмечены лучшие представители профессии. Почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней получили 74 работника здравоохранения. Из них почетных грамот Министерства здравоохранения Российской Федерации удостоились бухгалтер расчетного отдела Любовь Курушева и врач-акушер-гинеколог поликлиники для детского населения Людмила Кувшинова. Благодарственным письмом Российского министерства отмечена заведующая взрослым отделением номер 1, врач-физиатр противотуберкулезного диспансера Файруза Халимова. Кроме того, сегодня 5 медицинским работникам было присвоено звание «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». А звание заслуженного врача Республики Башкортостан получила заместитель главного врача по амбулаторно-клинической службе Гузель Сафина. Профессия медработника существует с давнего времени. Целители и лекари на протяжении многих веков проявляли заботу и милосердие к людям, страдающим от недугов. Облегчить страдания и излечить от болезней – это основная задача врача. Высокий уровень современной медицины обеспечивается достижениями науки и передовыми технологиями. Годами накопленные достижения науки в умелых руках врачей позволяют справляться с самыми сложными и опасными недугами человека. Лена Кириллова, Данила Либаев, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В Сибае продолжаются профилактические рейды. Накануне пожарно-профилактическая комиссия посетила 5-й и 10-й сады. Напомним, что цель таких рейдов – предостеречь людей от халатного обращения с огнем и напомнить им об основных правилах пожарной безопасности. С приходом сезона горожане активно начинают заниматься земледелием на садовых и приусадебных участках. Неправильная эксплуатация печного отопления и электрооборудования в дачных домиках после длительного зимнего простоя, сжигание травы и несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к возникновению пожаров. Согласно плану мероприятия, в городе проходят профилактические мероприятия в коллективных садах по соблюдению требований пожарной безопасности. Информируется население, садоводы. Также председатели садов вручаются памятки о мерах пожарной безопасности, какие меры предпринимались в дальнейшем и предупреждение. Самое главное предупреждение – это профилактика в нашем случае. Проверку садовых обществ специальная комиссия проводит каждую неделю. На этот раз в поле зрения сады номер 5 и номер 10. Проверяется наличие агитационных баннеров, установка мусорных контейнеров и емкостей с водой. Работа председателей садов по информированию граждан о пожарной безопасности. Грубых нарушений комиссия не выявила, но сделала ряд замечаний. Не лучшим образом на пожарной обстановке сказываются заброшенные участки в саду номер 5, их около 400. В 10-м саду более 200. Неубранный сухостой может стать причиной пожара при жаркой погоде. Сотрудники пожарной службы призывают граждан соблюдать технику безопасности. Ну а если пожар все-таки случился, придерживаться конкретного алгоритма действий. В первую очередь это сообщить по номеру 01 либо 112 в пожарную охрану и принять меры, посильные меры по тушению пожара. Члены комиссии провели с представителями садов профилактическую беседу и вручили им памятки о мерах пожарной безопасности. По статистике с начала года в Сибае произошло 32 пожара, что на 5 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Давид Фадеев, Альмира Ашкуватова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
У школьников города продолжаются летние каникулы. Между тем, не все ребята предпочитают только отдых. Так, многие из них ходят в профильные лагеря и глубже изучают нужные им предметы. Учащиеся же кадетских классов школы номер 7, для которых действует лагерь «Юные герои», сегодня решили посвятить день практическим занятиям. Вместе с сотрудниками ГИБДД они несли службу на улицах города. Кадетские классы правоохранительной направленности на базе школы номер 7 были созданы год назад. Кадетами стали ребята, которые в будущем планируют связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Расписание занятий ребят отличается от расписания обычного школьника. Оно включает в себя много профильных дисциплин. В то же время педагоги понимают, одной теории недостаточно и важно практическое применение полученных знаний. Для этих целей во время летних каникул на базе учебного заведения создали профильный лагерь «Юные герои». За 10 дней его работы ребята значительно укрепили на практике свои теоретические знания. В этом году отучились 5 кадетских классов, 2 первых, 2 пятых и 1 10 класс. Ну, естественно, есть теория, должна быть и практика. Поэтому летний период, благодаря администрации города, у нас на нашей базе был создан профильный лагерь «Юные герои» именно для кадетов. То есть в этом лагере принимали участие 20 человек, учащиеся 5 классов и 10 класса. То есть мы посетили отдел МВД, МЧС, горных спасателей. Очень понравилось нашим кадетам езда на лошади, пообщались с животными. В последний день работы профильного лагеря кадеты вместе с сотрудниками ГИБДД отправились нести службу на улицах Сибая. Совместная работа с инспекторами дорожно-патрульной службы позволяет решать поставленные задачи кадетского движения и одновременно частично решить одну из серьезнейших проблем любого города – дорожно-транспортный травматизм. Дети досконально изучают правила дорожного движения и, как представители классов правоохранительной направленности, занимаются в том числе и пропагандой БДД. Сегодня кадеты с большим интересом узнавали о техническом оснащении службы госавтоинспекции, о том, как проводятся рейдовые мероприятия и задерживаются нарушители правопорядка. Сегодня совместно с кадетами 7-й школы мы несем службу по улице Чайковского в рамках операции «Должник. Чистое стекло», где данные учащиеся ознакомливаются с нашей работой, получают опыт для работы в полиции. Я выбрала кадетский класс, потому что там есть дополнительное образование, которое помогает нам в будущем, поможет нам в будущем. А профильный лагерь мне стало интересно. Мы там разбираем автоматы, у нас проходит практика, мы там по полю ползаем, как солдаты у нас все это. И мне там очень нравится, и я хочу в будущем вступить в полицию. Но сегодня вы несете службу вместе с сотрудниками ГИБДД. Вот чем для тебя полезен такой опыт, что нового ты сегодня узнаешь? Я узнал, как нужно проверять нам права, свидетельства о страховании машины, там штрафы какие есть, я это узнал. Сотрудничество школы номер 7 с ГИБДД и привлечение к этой работе учащихся кадетских классов, несомненно, является важным аспектом в профилактике дорожно-транспортного травматизма. И кадеты, транслируя навыки безопасного поведения и показывая их другим ровесникам, чувствуют значимость своей деятельности, проходя своеобразную профориентационную практику. 10 дней в профильном лагере точно не прошли даром. Лена Кириллова, Константин Малейкин, Любовь Карпова для службы новостей. И последнее. Сегодня в Башкирском государственном театре драмы имени Арслана Мубарякова состоялась премьера детского спектакля «Приключения лесного эха», посвященного Году экологии. Окунуться в мир сказки пожелали не только дети, но и родители. Спектакль, поставленный режиссером Вадимом Гильмановым, имел поучительный характер и пришелся по душе всем зрителям. Красиво оформленные декорации, интересный сюжет, а главное – возможность войти в контакт с персонажами. В спектакле «Приключения лесного эха», поставленном в драматическом театре имени Арслана Мубарякова, маленькие зрители активно участвовали в развитии событий. Они с радостью помогали положительным героям и не одобряли поступки плохого персонажа – браконьера, который всячески пытался навредить природе и животным. Целая гора мусора у меня в рюкзаке. А что с ним делать, да, ребята? Куда? Вот еще, силы еще тратить. А я возьму его и брошу прямо тут, посреди лесной поляны.
порядке. Постановщик спектакля – актер и режиссер Вадим Гильманов. Автор признается, что давно мечтал создать для детей такой спектакль. И вот сегодня, видя радостные лица юных зрителей, он понял, что смог сделать именно то, чего так ждали ребята. Большую роль в успехе спектакля сыграли и правильно подобранные роли для актеров, отмечает режиссер. Кого-то подобрать на роль такую или такую – это сложно. Но тут так совпало, получилось так, что и я сам специально подбирал такой материал, чтобы с такими актерами, персонажами. И получилось так, что на главную роль там Айгуль Зайнуллина и Ильгиз Абдрашитов, они очень хорошо попали, и как бы это половина успеха спектакля. Все как-то очень хорошо гармонируют, очень хорошо смотрятся на фоне вот этой декорации, которую, кстати, оформила наш художник Зелия Улаевна Нургалиева. Вот, поэтому, думаю, это ребятам очень такой прекрасный подарок на летних каникулах смотреть такой интересный, поучительный, не только для детей, но и для взрослых спектакль. Спектакль рассчитан на зрителей в возрасте от 5 до 13 лет, и его главная цель – пробудить интерес детей к проблемам экологии, познакомить их с лесными обитателями, дать больше сведений о лесных растениях. Своей работой режиссеры и актеры призывают ребят любить природу и заботиться о ней. Лена Кириллова, Альмира Ишкуватова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмедшина. Всего доброго и хороших выходных.